Ваня! Мы идем туда. Отобрали пол-литра ягермейстера на Пясле. Ну приду, заберу назад. А нож? Нож тоже. Ножа не было. Ну, совсем немного, можно сказать. Зажигание. Пусть мы грязные, пусть голодные, пусть голодные, по уши уж сыты истребительной войной. Мы не ждем, пока вражине стукнет в голову. Свято чтим мы наставления Леонида Ильича. Он ударил нам одно. Только б не было войны, только б не было войны, только б не было войны. Tähelepanu. Tähelepanu, ühe käe lased lahti. Ei, see masak teine käsi. Tuld! Только б не было войны, только б не было войны, только б не было войны. Покажи, как разбирается автомат. Вот ёбнутый, бля. Там патрон, что ли? Да. Дай нажать. Там на S15. Снимай! Оставь Юру, бля. А что за П стоит? И любой мы жизни рады, только б не пришла война. И народу наплевать. Только б не было войны, только б не было войны, только б не было войны. Только б не было войны, только б не было войны, только б не было войны. Чау! Поехали. Вечер добрый. Я неизвестный столкий солдат, а перед вами миномет 81-мм. Он состоит из тарелки, трубы, ножек и сихика, то есть без прицела. Где сихик? Вот он. Вот Вот это эта сихик, часть. да? Он отдельно снимается, А для чего он предназначен? чтобы настраиваться на те палочки, которые стоят для того, чтобы по координатам бить. Врага. Специальные ориентиры, да? Специальные ориентиры, да. Вот мина вставляется вот сюда в трубу, идет вниз, тут она ударяется об иголку и улетает по террористам или по врагу. А зачем тарелка? Тарелка, ну, очень с большой скоростью улетает мина, и тарелка как бы служит своеобразным предохранителем. А как устанавливается миномет правильно? А что-то по-русски. Миномет устанавливается так. Сначала прибегает ладур. Ладур копает яму для тарелки. Ставится тарелка. Потом ставится труба, ножки. Труба прикручивается к ножкам. И ставится сихик. Сихик очень чувствительная и важная часть.
Он обычно, когда нету стрельб, закрывается специальным презервативом. Также, чтобы настроить правильное расположение миномета, у нас есть специальные рычажки, которые тоже крутятся. Вот эти, да? Да, вот это вот вверх, вот вниз, и вот это право-лево. Какие познания. А сколько человек управляет минометом? Управляет минометом может, в принципе, один человек. Ладур. Но, в принципе, получается так, что 4. Удобней. То есть ладур заряжает, один управляет всем процессом, второй управляет рычажками, это третий управляет рычажками, и четвертый следит за сихиком. Угу. Какими этими снарядами можно стрелять из миномета подобного типа? Разными. Очень разными. Во-первых, это кильд-мины, разрывные мины. Световые и дымовые. Также на Украине придумали специальные мины, очень секретные, которые газоговничные. Поражают в радиусе 3 километров, засыпая полностью всех тем самым, что там внутри. Там можно использовать разные вещи, начиная от отходов, отбросов, кончая всякими химикатами. Ага. На какое расстояние можно стрелять из миномета? Максимальное расстояние 4 с чем-то километров. Мы согласны фонды мира всю зарплату отдавать. Мы согласны за копейки в мыле каждый день пахать. Нам плевать на неудобства, будем жить, как скажут нам. Будем все ходить в теплушках, лишь бы сгинула война. И народу наплевать.